Семейное чтение – одна из традиций нашей семьи. Мы любим читать произведения Александра Сергеевича Пушкина. Особенно мы любим читать его сказки. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь над убитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на невиданных дорожках следы неведанных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясно, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Ягой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одно я помню, сказку эту, поведаю ее теперь я свету. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, я б на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица, я б на весь бы мир одна наткала бы полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу ходит царь, стороны-то и государь. Во все время разговора царь стоял подаль забора, речь последней по всему полюбилась ему. «Здравствуй, красная девица!» — говорит он. «Будь царица и роди богатыря не к исходу сентября. Вы, голубушка-сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас царица, будь одна из вас ткачиха, а другая повариха. Все не вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, тот же вечер обвенчался.